«26 мая в Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие, посвященное 25-летию образования учреждения и приуроченное к Общероссийскому дню библиотек. Поздравить коллектив Национальной библиотеки с юбилеем и работников библиотек республики с предстоящим праздником пришли представители руководства Ингушетии, депутаты Народного собрания, руководители различных министерств и ведомств, общественные деятели, писатели, представители средств массовой информации. Открыла мероприятие директора Национальной библиотеки Ингушетии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Радима Газдиева. Гостям была представлена видеопрезентация деятельности Национальной библиотеки. Также собравшиеся смогли увидеть поступившие от коллег из ведущих библиотек страны видеопоздравления. Мы знаем, что такое ваша четверть века. Это четверть века стараний, борьбы, усилий и побед. Вот мы хотим вам пожелать того же: побед, успехов, творческих радостей, домашних радостей, здоровья. И для нас очень важно, что с первого дня, когда ваша библиотека зарождалась, по сегодняшний день мы вместе с вами. Сегодняшнее мероприятие, как известно, оно приурочено ко Дню библиотек, к Общероссийскому дню библиотек, и еще посвящено 25-летию образования Национальной библиотеки Республики Ингушетия. 25 лет назад Национальная библиотека создавалась в принципе на пустом месте. Только-только была образована Республика Ингушетия, еще ничего не было, ни помещений, ни фондов, ничего не было, когда задумали создать эту библиотеку. Сегодня Национальная библиотека Республики Ингушетия, она вышла на передовые рубежи. Она, в принципе, уже и оснащена наиболее современной техникой, современными средствами, которые возможно в наших условиях сделать. Национальная библиотека на сегодняшний день имеет связи и с российской библиотекой, Государственной библиотекой имени Ельцина и с другими ведущими библиотеками России. Библиотеки, они существуют для читателей, для народа. Я бы хотел пожелать им творческих успехов, благополучия, в том числе и удачи на работе. Но кроме всего этого, я бы им хотел пожелать хорошего читателя, задумчивого читателя, читателя, который знает, чего он хочет, что он ищет и что он собирается с этими знаниями делать. Я думаю, таких читателей в Ингушетии с каждым днем все больше и больше. В рамках мероприятия был представлен юбилейный номер журнала «Библиотечный вестник Ингушетии». Издание, главным редактором которого является директор Национальной библиотеки республики, выходит с 2015 года и освещает деятельность всей библиотечной сети региона. Наш библиотечный журнал «Научно-практический библиотечный вестник Ингушетии», как и все в этой библиотеке, создан впервые. Первый профессиональный библиотечный журнал. Он представлен на сайте нашей библиотеки, издается 2 раза в год. И сейчас это юбилейный 7-й номер нашего журнала. В этом журнале вы познакомитесь с историей нашей библиотеки, узнаете о многих ярких событиях, которые происходили и в нашей библиотеке, и за ее пределами, в библиотеках других нашей республики, о событиях в культуре и в республике, и за ее пределами, и о многих интереснейших событиях, о книгах, об авторах новых.
И я думаю, что это будет вам интересно. Над ним работает, над его составлением тоже очень творческий и очень интересный человек, член Союза писателей нашей республики, поэт Ашат Кадзоева. Она тщательно отбирает, подбирает материал, редактирует его и старается отобрать наиболее интересные и яркие моменты жизни в культуре нашей республики. Приветственный адрес главы Ингушетии зачитала заместитель председателя правительства республики Петимат Аушева. Также Петимат Аушева передала Радиме Газдиевой благодарственное письмо коллективу Национальной библиотеки, грамоты и благодарности руководителю и сотрудникам учреждения. Дорогие работники Национальной библиотеки Республики Ингушетия, поздравляю вас с Общероссийским днем библиотеки и 25-летием со дня основания Национальной библиотеки Республики Ингушетия. Во все времена библиотека являлась центром культуры и образования, собирала в своих сетях сокровища человеческой мысли. Несмотря на широкое внедрение во все сферы нашей жизни, информационные технологии библиотека по-прежнему играет значимую образовательную и просветительскую роль. Книга остается бесценным источником информации, а библиотекарь – надежным хранителем культурных традиций и нашей исторической памяти. Ваш кропотливый труд очень значим и необходим. Бесспорно, он способствует формированию культурного потенциала нашей республики, его инновационной среды, решению важных образовательных задач, возрождению традиции чтения. Вы обеспечиваете неразрывную связь между поколениями, передавая свою любовь к культуре, помогая читателям стать духовно богаче и красивее. Это весомый вклад в формирование высокого интеллектуального потенциала общества, развитие духовности и культуры нашего народа. Выражаю слова искренней благодарности всем, кто занят в этой сфере, за добросовестный труд на благо Ингушетии. От всей души желаю вам новых профессиональных успехов, мира, благополучия в семьях. Крепкого вам здоровья, счастья и удачи. С уважением, Юнусбек Мамадгиреевич Евкуров. Я от себя тоже вас поздравляю. Распоряжение о поощрении за вклад в развитие библиотечной системы и в связи с 25-летием со дня образования государственного казенного учреждения Национальная библиотека Республики Ингушетия имени Джамалдина Яндиева поощрить благодарственным письмом главы Республики Ингушетия коллектив государственного казенного учреждения Национальная библиотека Республики Ингушетия имени Джамалдина Яндиева, глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. Распоряжение о поощрении сотрудников государственного казенного учреждения Национальная библиотека Республики Ингушетия имени Джамалдина Яндиева, директора Национальной библиотеки Республики Ингушетия имени Джамалдина Яндиева Газдиеву Цеш Абдулаевну. Я очень благодарна и за труд благодарна. И хочу подчеркнуть, что в моем лице это труд всего коллектива, помимо благодарности, но заслуга руководителя – это заслуга всего коллектива. И я думаю, даже библиотечного сообщества. Спасибо вам всем, коллеги, и вам спасибо большое всем, кто представлял и был вообще-то в этом. Государственную коллекцию, которую на всех мегаполисах поступают нашим главой, собираются и предоставляются в развитии фонда нашей библиотеки. В нашей библиотеке создана уже роскошная коллекция главы республики. Несколько раз мы ее презентировали. Ряд работников республиканских библиотек был удостоен почетных грамот Народного собрания Ингушетии. Передала соответствующие награды и зачитала приветственный адрес председателя Народного собрания, курирующая сферы образования и культуры депутат Марьяма Амриева. Распоряжение за большой вклад и развитие библиотечного дела в Республике Ингушетия и в связи с 25-летием со дня создания Национальной библиотеки в Республике Ингушетия наградить почетной грамотой Народного собрания Республики Ингушетия следующих сотрудников. Значимость Национальной библиотеки и вообще библиотек республики и необходимость всевозможного комплектования библиотечных фондов подчеркнула в своем выступлении министр культуры и архивного дела Ингушетии Марит Газдиева.
Много сказано о роде и значении библиотеки. Наверное, я не буду повторяться, все это знают, потому что слово «национальная библиотека» говорит о том, что это общенациональное достояние, которое обязан холить, лелеять, взращивать, развивать каждый из нас. Даже тем, что раз в год придет и отдаст из личной библиотеки одну книжку, потому что в сложное время сейчас, в экономической ситуации, нам не всегда удается комплектовать фонд, пополнять его нужными изданиями, новейшими изданиями. Но чем старее издание, чем оно древнее, тем оно ценнее. Мы все знаем, что у нас в доме есть книги, к которым мы очень трепетно относимся. Может быть, когда-то нужно расстаться с этим и подарить, оставить это для своего народа, для своих потомков именно вот в этом очаге, там, где это будет обеспечено сохранностью и передано из поколения в поколение. Когда-нибудь ваш внук, правнук или праправнук придет и обнаружит эту книгу, может быть, с памятной записью. Наверное, Радимхан, на это нужно обратить внимание, организовать такую акцию и начать пополнять библиотеки, я имею в виду сельские, вот таким образом образовывая вот такие акции. Я, наверное, как министр еще обязана сказать о проведенной нами работе, очень коротко, не задерживая ваше внимание, за последний год. Вы знаете, что мы открыли 8 очагов культуры, 8 домов культуры в сельских поселениях. Все эти учреждения, по моему настоянию, были обеспечены помещением для размещения библиотек. Это было первое мое требование при проектировании каждого из домов культуры. Также руководитель министерства вручила библиотечным работникам почетные грамоты правительства Ингушетии и Министерства культуры и архивного дела республики. Празднованием Общероссийского дня библиотек и 25-летия образования Национальной библиотеки Республики Ингушетия объявить благодарность правительства Республики Ингушетия следующим сотрудникам Национальной библиотеки Республики Ингушетия имени Джамалдина Яндиева. Дзанкиева Милана Алихановна, главный библиограф Национально-краеведческого отдела. Тумгоева Зарема Беслановна, главный библиотекарь отдела обработки литературы и каталогов. Поздравления коллективу Национальной библиотеки Ингушетии высказали и представители ведущих периодических изданий республики. Я должна сказать, что с этой библиотекой у нас сложились очень тесные взаимоотношения. Это и выездные мероприятия, это и внутриреспубликанские, и повседневное общение. Много радости и удовольствия мы получаем именно от этого общения, потому что люди нацелены на творчество, на созидание, на просветительство. В газете сегодня уже вышло, ее никто практически не видел сегодня, только что поступила. Здесь на 2 полосах из 4 статья о Национальной библиотеке. Это первое. Еще раз поздравляю коллектив библиотеки национальной. Для меня это действительно мой дом, второй дом после работы, где я провожу. Поэтому я еще раз поздравляю всех библиотекарей. Я постепенно стараюсь дойти до каждой библиотеки. Ну, где-то был в Джарахе, где-то в Верхних Челуках. Сейчас стал помогать им как-то отдавать книги. Ну и далее я буду продолжать эту политику, потому что ко мне подвигает на эту деятельность, меня подвигает Радима Абдулаевна. Поэтому еще раз поздравляю, удачи вам, Радима Газдиева рассказала об учрежденной за вклад в развитие библиотечного дела Республики Ингушетия медали. Ряд людей, внесших особый вклад в развитие библиотечного дела, уже удостоен этой награды. Директор Национальной библиотеки вручила соответствующие медали в связи с 25-летием учреждения. Во-первых, мне очень приятны все ваши теплые слова, не скрою. А во-вторых, мне очень приятно сегодня отметить заслуги людей, которые стоят рядом с нами, бок о бок, думают о нас, помнят о нас, содействуют в наших проектах, маленьких, больших, содействуют нашему социуму, в котором мы находимся. Я очень горда тем, что есть у меня такая миссия вручить сегодня медали, учрежденные нами Национальной библиотеки за вклад в развитие библиотечного дела.
Эти медали мы вручали очень немногим людям, но среди них есть такие известные люди, которые внесли огромный вклад в развитие нашей всей библиотечной системы. Аюб Султанович Гагиев, председатель Конституционного суда. Развитие сети в библиотеках, центральных библиотеках, развитие публичных центров правовой информации. Дорогие коллеги, я думаю, что сегодня руководителю данного направления, с которым мы сегодня начали сотрудничество, вы проведете, а вы это умеете делать, вы знаете, как это делать. Во всех центральных библиотеках центры правовой информации будут работать, поддерживая. И, конечно же, чтобы с гордостью Аюб Кирилл Султанович мог сказать: да, я это начинал. А вам за это мне хочется вручить медаль и поздравить вас. Спасибо вам за это. Давайте я вам вот первым все-таки вот такой награды точно не получал, да. Это награда, которая никогда не была. Это первая в учреждениях культуры медаль, которая была создана среди подразделений Министерства культуры. Я с удовольствием вручаю ее. И поскольку мы имени Джамалдина Яндиева, мы собраны просто шедевральный труд Марьям Джамалдиновны, человека, я думаю, что Лида нам обозначит, сейчас покажет этот отрывочек, ее поздравления всем. Вот этот труд тоже, как от имени библиотеки национальной Джамалдина Яндиева, я вам хочу его вручить. Спасибо вам за вложение и за развитие. Аюб Гагиев уже несколько лет оказывает Национальной библиотеке непосредственную помощь в работе функционирующего при учреждении Центра правовой информации. Благодаря в том числе и его участию посетители библиотеки могут получать профессиональные юридические консультации по различным вопросам. Сегодня мы присутствуем на юбилее нашей Национальной библиотеки Республики Ингушетия. Очень приятно осознавать, что нас пригласили сюда в качестве друзей библиотеки. С этим юбилеем, конечно, хочется поздравить и руководство, и всех работников библиотечной системы, пожелать им успехов, здоровья, счастья. Что касается нашего сотрудничества, то Конституционный суд Республики Ингушетия и Ингушское отделение Ассоциации юристов России активно взаимодействуют с Национальной библиотекой именно в деле организации функционирования публичного центра правовой информации. Как известно, в соответствии с указом президента Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации именно на базе библиотек субъектов образованы вот такие центры. Основными задачами этих центров является обеспечение доступности для граждан текстов, нормативных актов и иной правовой информации. И наше сотрудничество заключается и в том, что мы помогаем в работе этого центра. Кроме того, мы организуем целый ряд совместных проектов с библиотекой. В числе таких проектов я хотел бы назвать это цикл публичных лекций по актуальным правовым темам, которые читают здесь в читальном зале библиотеки члены Совета Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов. Кроме того, мы активно взаимодействуем с библиотекой в вопросах издания соответствующих бюллетеней, которые выпускаются Ингушским региональным отделением Ассоциации юристов, называется «Неправовой помощник». Мы получаем необходимые материалы от библиотеки. Ну, есть ряд других направлений, по которым мы взаимодействуем. И еще раз хочу, во-первых, поблагодарить руководство Национальной библиотеки за то, что отметили наши скромные усилия, наш скромный вклад и сотрудничество с библиотекой. И еще раз их поздравить с этим юбилеем. Этой особой награды был удостоен и глава администрации Малгобекского района Адам Цычоев за поддержку и содействие в развитии и продвижении библиотек. Я хочу отметить, что библиотечная система Малгобекского района, она довольно-таки развитая система, и у нас в каждом населенном пункте есть библиотеки. Возглавляет эту библиотечную систему, кстати, заслуженный работник культуры Российской Федерации Мария Милиева. И, конечно, сама система, центральная библиотечная система Малгобекского района, она входит в состав Малгобекского района, является учреждением нашим. Но, тем не менее, мы тесно взаимодействуем и с Национальной библиотекой,
И в рамках этого взаимодействия нами на протяжении последних 2-3 лет в нашем районе было построено, за счет привлеченных средств, было построено несколько библиотек, помещений, зданий, где были размещены впервые созданные в этих населенных пунктах библиотеки. То есть это говорит о том, что населенных пунктов Малгобекского ранее не было библиотек. И вот так вот у нас получилось, что благодаря спонсорам, благодаря жителям нашей республики, жителям нашего района в том числе, нам удалось создать библиотеки в тех населенных пунктах, где их ранее не было. И сегодня в этот праздничный день, в этот знаменательный день, когда совпали 2 даты. Это 25-летие со дня образования Национальной библиотеки Республики Ингушетия и в канун Общероссийского дня библиотек, который отмечается ежегодно 27 мая. Наш вклад в развитие библиотечной системы был отмечен, и мне, как главе администрации, как руководителю органа местного самоуправления, была вручена вот эта памятная медаль, учрежденная Национальной библиотекой. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех работников библиотечной системы Республики Ингушетия с этим нелегким трудом, пожелать им, как я уже выразился, еще большего терпения, еще большей усидчивости и благодарных читателей. Особую поддержку и всестороннюю помощь от Национальной библиотеки получают ингушские писатели. Это проведение творческих вечеров, презентации книг, редакторская помощь и даже издание работ. Книги – это не просто корабли мысли, которые по волнам времени несут свой драгоценный груз от одного поколения к другому. А книги – это то, что составляет не только нашу память, но и то, что обеспечивает наше будущее. Из всех присущих нам страстей я эту предпочла. И, видно, ей благодаря немало книг прочла. Всегда в хорошей книге есть подсказка и совет, и на волнующий вопрос найдется в ней ответ. С годами книга мне нужней, и на закате дней я не устану повторять слова любви о ней. Как блеску утренней зари, в ночи звезды сияния, я неизменно поддаюсь ее очарованию. Спасибо библиотеке. В духовной жизни, в становлении нашего народа, в образованности его, в продвижении вперед незаменимую роль играет библиотека. Ты приняла меня в свои объятия и стала мне заветной и родной. Здесь дом наш, в нем живем как братья, здесь празднуем одной большой семьей. Я кланяюсь тебе, библиотека, в твоих пенатах я нашла покой. Ты даришь вдохновение 1/4 века, мне до любви твоей подать рукой. Как рассказать, друзья, все, что на сердце, чем отплатить за нежность ваших глаз? Моей души для вас открыты дверцы. На этой ноте свой закончу сказ. И вот этот небольшой подарок хочу преподнести. Пусть эти часы отсчитывают только счастливые минуты в вашей деятельности, в вашей жизни. Это не просто библиотека, это наш дом, в котором нас ждут, в котором нас так тепло принимают. Иногда мы даже не хотим отсюда уходить, настолько вот эта атмосфера нас поглощает полностью. И работники сами, и директор Газдиева Радима. У меня здесь была презентация моей книги на ингушском языке «Халхаратаклик», которую издать помогли мне именно вот в этой библиотеке. Первые 10 экземпляров они мне выпустили. Вот. Также разные мероприятия здесь проходят. И сегодня, 1/4 века, наш этот родимый дом отмечает. Мы с таким трепетом, с таким волнением сюда сегодня шли. Конечно, каждый, кто мог, сделал свое посвящение. Я тоже написала несколько строк этой библиотеки. И я от всей души желаю ей процветания. Надеюсь, что в будущем у нас будет издание другое, условия будут получше. Вот. И расширить то, что, в общем, коллекцию этих замечательных книг, которые здесь находятся.
Практически любой юбилей предполагает подведение итогов деятельности и обсуждение дальнейших перспектив. Не стало исключением и 25-летие главной библиотеки республики. Самое важное, конечно, сегодня, подводя итог развитию библиотечного дела в целом в республике, нужно сказать, что мы наконец-то дали старт развитию инфраструктуры библиотечной сети. Дело в том, что у нас недостаточно с точки зрения обеспеченности по федеральным стандартам, недостаточного количества библиотек для полноценного функционирования этой системы. И в связи с этим во всех домах культуры, которые мы строим в сельских поселениях, а их всего 8 за минувший год, мы открыли библиотеки. То есть это и Кантышева, и Новый Редант, и Зязиковюрт, и Мужичи, и Яндари. Это сельские поселения, где вообще никогда не было очагов культуры, вообще, в принципе, не говоря уже о том, что там не было библиотек. Во всех этих домах культуры у нас открыты библиотеки. От всей души поздравляю всех библиотекарей республики и представителей национальной библиотеки с 25-летием, и в целом библиотечной системы с Общероссийским днем библиотек. Я желаю им мира, добра, благополучия в семье, ну и, конечно же, успешной работы во благо процветания, развития культуры нашего народа. Рабочую часть мероприятия продолжила научно-практическая конференция «Основные тенденции и перспективы развития Национальной библиотеки Республики Ингушетия и библиотечного дела Ингушетии». Любой юбилей обязывает к подведению итогов. И сегодня на нашей научно-практической конференции мы расскажем о наиболее ярких проектах Национальной библиотеки. Библиотека вообще само по себе учреждение многофункциональное и многопрофильное. И естественно, что в очень многих направлениях мы сотрудничаем с разными организациями. Поэтому сегодня было представлено вот такое вот разнообразное сообщество. Это и юристы, это и журналисты, и писатели, и государственные деятели, представители сфер культуры, образования, науки. То есть все те люди, все те учреждения, все те направления, с которыми взаимодействует библиотека в своей повседневной деятельности.